Добрый день, уважаемые коллеги. Мы с вами проводим, соответственно, нашу традиционную встречу по оперативной обстановке и по работе. Значит, я вас проинформирую по работе оперативного штаба за, получается, 2 дня. И, соответственно, оценим вместе с вами ситуацию по санитарно-эпидемиологической на территории республики. Ну, у нас в целом непосредственно нужно обратить внимание на то, что на сегодня, на 1 июня 2020 года, число зарегистрированных случаев перевалило 2000 и составляет 2042 подтвержденных случаев. Если брать за последние сутки, то есть что нам принесло воскресенье, нам принесло 112 новых случаев, при этом в том числе город Якутск составляет 95 случаев зарегистрированных, Алданский район 8, Хангаласский 3, Мирнинский 2, Нижегородский 1, Татинский 1, Чурапчинский 1, Нагино-Кангаласский 1. Если давать, как традиционно я это делаю, оценку по раскладке у районной, у Лусной, то необходимо обратить внимание. Для Мирнинского и для Алданского района характерно случаи заражения не местного населения, населения, привлеченного для работы разных недропользователей, которые работают на золоте, которые работают на газе, которые работают сегодня. Значит, и мирно тоже на наших, объектах. Вот что касается непосредственно Нижегородского, Танинского, Чурапчинского, Нагино-Кангаласского и Хангаласского, к сожалению, это заражение местного населения, проживающего здесь постоянно, и непосредственно в основном появляются та же симптоматика, та же картина, как и по городу Якутска, когда появляются семейные очаги, и, соответственно, они вокруг семейных очагов как раз и возникает группа зараженных лиц. Что касается города Якутска, сегодня мы специально на оперативном штабе рассматривали по городу Якутску 2 вопроса. Во-первых, как прошли наши выходные, на которых мы, определяли день дезинфекции по городу Якутску. Традиция, сама по себе все пришли к выводу о том, что действительно польза от этого была, только хотя бы потому, что определенная у горожан должна появляться уверенность и в санитарной очистке практически каждого магазина. Да, то есть мы не ставили своей целью выявлять тех, кто нарушал, или тех, кто не нарушал. Мы ставили прежде всего своей целью, чтобы у нас магазины были чистые. При этом такую очистку тотально, по сути дела, санитарную обработку наши в основном как торговые точки, так и все учреждения организации выполнили. Все обратили внимание на достаточно высокий рейтинг самоизоляции, индекс самоизоляции, который был характерен для воскресенья. Наверное, если бы такой индекс был у нас хотя бы некоторое время, то у нас уже давно, цифры были бы значительно лучше по зараженным, потому что именно отсутствие людей на улице, оно позволяет уменьшить контакты, и об этом мы говорим постоянно, что чем меньше контактов или расширение круга контактов, включение в круг контактов новых лиц, возникают случаи заражения. Отдельно на штабе был рассмотрен вопрос, который сегодня является болезненным для городского округа, и который мы рассматривали главе республики определенного такого поручения оперативному штабу республики совместно с оперативным штабом города Якутска принять ряд превентивных мер по пригороду города Якутска по Хакасу. Соответственно, исходя из ситуации, которая сложилась на Хакасе, где имеет место концентрация достаточно большого количества зараженных, и опять же все в основном семейные очаги, исходя из позиции общественности, Хакас будет соответствующее решение принято и внесено главе республики для окончательного принятия. Сегодня мы также продолжаем увеличивать количество коек инфекционного стационара. Наши медики готовы дальше продолжать оказывать помощь, соответственно, и осуществляем дальнейший контроль за теми, кто у нас лечится амбулаторно. И, соответственно, в целом необходимо сказать, что у нас сегодня, в самой инфекционной больнице у нас тяжелых больных нет. У нас есть по основному заболеванию тяжелой больницы республиканской больницы 2, есть в Мирнинской центральной районной больнице, 4 тоже больных тяжелых. Это, приезжие наши ребята, которых мы лечим уже немножечко затянутая стадия у них имеет место быть, тоже ближе, отягощенные они своими заболеваниями. И Нагино-Кангаласскому, у нас есть 2 с кислородной поддержкой, которым на настоящий момент оказывается поддержка. Нужно поблагодарить Нагино-Кангаласцев всех вместе, потому что
Во-первых, у нас Нижнекарнавская центральная районная больница обладает очень хорошей базой. На настоящий момент, несмотря на то, что это районная больница, мы уже как год отрабатываем как такой районный центр, межвузный центр оказания, одна из 7 реанимаций. Поэтому, соответственно, вот как бы очень многие задают вопрос, почему, тяжелого больного оставили в Нижнекарнавске, потому что мы знаем и верим в, непосредственно вот этот профессионализм врачей, которые у нас работают в мае. Им действительно сейчас непросто, потому что мы вынуждены были сегодня принять непростое решение вместе с главой ВУЗа и открываем дополнительные койки инфекционного стационара в нашем новом интернате в селе Хара, при школе. Но, тем не менее, посмотрев всю разбивку по территории, я думаю, что лучше людей не вывозить, а лечить на месте. И такое решение, оно одобрено. Я думаю, что вместе справимся все вместе. Хотела бы обратить внимание на ситуацию по Алипинскому вузу. И если, например, еще на прошлой неделе мы рассматривали возможность проведения там высоколанкового ученого в каком-то варианте, то уже сегодня глава республики, оценив санитарно-эпидемиологическую ситуацию в Алипинском районе, на Алипинском улице принял решение об отмене Сахаланко с обязательным проведением на юбилей города, который у нас на Алипинске состоится, как вы знаете, юбилейное мероприятие в августе, в сентябре. Часть мероприятий, которые запланированы, соответственно, позиции. Почему? Потому что у нас резко ухудшилась ситуация по Алипинскому району. На что я хочу обратить внимание? Данные, которые идут с Алипинского района, говорят о том, что, наверное, используя ситуацию, которая называется определенная оторванность от всех, вот это нахождение, оторванность рекой, отсутствие дороги и только вхождение в аэропорт, немножечко расслабило наших альпинчан, и очень много таких ограничений не было соблюдено гражданами, поэтому сегодня мы уже не, первопричина вируса, хотя мероприятия проводились, а, к сожалению, мы уже выявляем пока источник, идем по контактным лицам. Вот, наверное, те моменты, на которые по районам, в том числе, я бы хотела обратить внимание. Определенного рода, потому что у нас появляются больные, которые и в районах были с пневмониями, поэтому хотелось бы обратить внимание. Правило все то же самое. Бережем, бережно относимся к людям, которые являются старшего поколения, особое внимание лицам с хроническими заболеваниями. Дети продолжают быть одним из переносчиков заболеваний, поэтому сейчас мы готовились к лету. К лету у нас появились новые вызовы, с которыми нам нужно решать вопросы. С сегодняшнего дня у нас Министерство образования Республики начинает уже, в общем-то, такой дистанционный летний отдых. Мы надеемся все-таки, что с 1 июля мы часть лагерей откроем. Поэтому, соответственно, сегодня мы рассматривали на штабе предложения последующие, в том числе использовать летние лагеря у нас для того, чтобы наши дома престарелых, те, кто у нас сейчас закрыт, которые находятся на государственном попечении, тоже выходили, выезжали на летний базы. Потому что, в принципе, лето, оно для нас достаточно короткое, и в любом случае свою роль в здоровье граждан мы тоже должны видеть. И также у нас дальше продолжают выявляться по всей республике все так же семейные и корпоративные очаги. 3, 4, 5 человек везде появляются. Вот сейчас только что я имела разговор с министром экономики Майей Даниловой. У нас сегодня руководство многофункционального центра приносит извинения гражданам республики за то, что принято решение закрыться на 1 неделю, не принимать граждан в городе Якутске в связи с выявлением у одного из сотрудников коронавирусной инфекции. Я, наверное, поддержу данное решение, но я думаю, что если, в общем-то, после обследования всего коллектива ситуация, в общем-то, будет оставаться, пойдет на рост, то, наверное, это будет правильно. Если нет, то все-таки мы примем решение открыть его немного пораньше. Но уже это будет такое уже обсуждаемое, консолидированное решение.
Ну и, значит, сегодня мы уже понимаем, что задачу глава республики нам поставил очень четкую, в том числе и перед Министерством образования, и новым курирующим заместителем председателя правительства, связанную с подготовкой проведения ЕГЭ не только на высоком организационном уровне, но и на высоком санитарно-эпидемиологическом уровне защиты наших детей. Наверное, вот будет правильно так обозначить задачу. Ну и, соответственно, я говорила всегда, наши детки в любом случае должны поступить, и для этого мы должны создать все условия. У нас идет полным, значит, ходом призыв, организованное медицинское обследование тех, кто у нас призывается. Ну и, соответственно, сейчас мы решаем вопрос по медицинскому обследованию наших абитуриентов, будущих поступающих в разные вузы, соответственно, значит, граждан нашей республики. Готова ответить на вопросы, если что-то еще осталось. Ольга Валерьевна, здравствуйте. Здравствуйте, Юля. В выходные выходил пресс-релиз правительства Якутии о том, что рассматривается внедрение пропусков для вахтовых рабочих. То есть хотелось бы узнать немного о данном решении, то есть когда его запустят, для каких работников. Спасибо. Значит, на настоящий момент, значит, действительно у нас в разработке находится проект указа главы Республики Саха-Якутия о цифровых пропусках. Он будет, значит, мы смотрим опыт многих субъектов Российской Федерации, от Сахалина до всех остальных, то есть есть он везде. Соответственно, мы вначале ставили цель лишь только отслеживания вахтовых работников, то сейчас мы, в принципе, хотим усовершенствовать вот именно этими пропусками, которые получаются достаточно просто, да, значит, всех въезжающих для того, чтобы даже упростить нашу систему сбора вот этих данных на въездных наших точках, аэропортах, железных дорогах. Я думаю, что в ближайшее время указ будет подписан. Уважаемые якутяне, соблюдайте все санитарные нормы и правила. Не выходите из дома без необходимости. Если вы почувствовали себя плохо, звоните в участковую поликлинику, и к вам придет врач на дом. В случае других вопросов по коронавирусной инфекции действует круглосуточная горячая линия Минздрава Якутии 8 800 100 ровно 1403.